какова сейчас ситуация, много ли там сейчас мусора и чем занимается город для того, чтобы как-то вот эту проблему решить? До того, как эта была свалка загорелась, занимались вывозом оттуда мусора. Но в пятницу произошло ЧП, не знаю, сейчас там следствие ведется, это там будет выяснено, это был поджог или это было самовозгорание, пока тяжело говорить. Вот, но в любом случае, там, пятница, суббота и даже воскресенье мы дополнительно отправляли машины МЧС для того, чтобы, сейчас там она не горит, все нормально. Тлеет? Единственное, нет. Тлеть она уже перестала в субботу. В субботу контрольные, ее переворачивали, все перелопачивали и проливали водой. И в воскресенье еще контрольные 2 машины попросили, отправили. В общем, и дождь, естественно, тоже помог. Соответственно, нет, она уже, в принципе, с утра в субботу уже практически не тлела. Там только некоторые участки, которые были под сомнением, их целенаправленно проливали водой. И сейчас ничего не горит, да, сейчас все нормально. Я так понимаю, это не санкционированная же свалка, да? Какого объем там мусора накопился? Нет, это дело не в том, что так нельзя говорить санкционировано, не санкционировано. Дело в том, что когда в 2019 году было принято решение о закрытии Маятского полигона, той мусорной свалки, на тот момент руководством страны было принято решение, организовать временный перевалочный такой пункт, потому что напрямую в Гальский район технологически весь мусор увозить невозможно. Поэтому там организовали такой временный перевалочный пункт. Соответственно, с тех пор мусор накапливался, естественно, он тоже возился. Мне сейчас тяжело сказать, в какой пропорции это происходило, потому что я тогда не работал, но уже с приходом нового главы это проблема, которая досталась с наследства. Ее нужно было срочно решать. Главой были приняты решения для того, чтобы приобрести новую технику. Были приобретены сначала 2 тоннара, потом спустя какое-то время еще 2 большегрузных 30-тонных тоннара для вывоза, дополнительно мусоровозы. То есть, одним словом, пошли по пути увеличения парка техники для того, чтобы побыстрее избавиться от этого мусора. В принципе, плоды это принесло, потому что поступление значительно уменьшилось по сравнению с вывозом. Вы имеете в виду накопление, а не поступление? Накопление, скажем так, да. Поэтому на сегодняшний день, естественно, свалка опустошается ни одного дня, за исключением того ЧПшной ситуации, которая связана с пожаром. То есть наша техника не остановилась, каждый день оттуда вывозится мусор. Какова окончательная цель? В том, чтобы вообще там избавиться от этого полигона? Конечно. Да, конечно, естественно, да. То есть мы будем полностью избавляться от всего мусора, который сейчас находится. Это какой-то вопрос небольшого времени. То есть сейчас мусор практически туда не поступает, за исключением тех машин, которые связаны именно с опустошением мусоропроводов в многоэтажных домах многоквартирных. Потому что этим занимаются не те мусоровозы, которые напрямую вывозят в ГАУ, а это специальные бункеровозы, лодочки, которые мешки выбрасывают, непосредственно туда, да, и их нет такой возможности и технической, и, в принципе, перевозить напрямую в ГАУ, потому что мы бы чисто физически не успели бы обслужить все мусоропроводы. Поэтому только лишь это сейчас пойдет поступление. Но опять-таки это поступление до той поры, пока не откроется полигон в Рижском районе. Он планируется где-то сейчас в конце месяца, в начале июля. Но если сейчас не получается, допустим, эти отходы, которые от больших домов, да, быстро убирать, получится убирать в том случае, когда откроется тот полигон? Да, потому что в любом случае плечо вывоза по сравнению с ГАЛом и Гулерипшем, то есть ГАУ это 92 километра, Гулерипш это 25 километров. То есть, соответственно, эти машины будут напрямую туда возить уже. Сколько сейчас примерно машин используется в день для вывоза мусора оттуда? 4 большегрузных тоннара 30-тонных. Они делают в день по 2-3 рейса. Это достаточно? Нет, мы будем еще приобретать, я думаю, тоннар для того, чтобы ускорить процесс. То есть то, что сейчас происходит, то, что идет сейчас, в принципе, при отсутствии накопления, то этот вопрос будет решен достаточно быстро. Я думаю, что будет еще приобретен такой же большегрузный тоннар, и поэтому я думаю, что процесс ускорится. То есть несколько машин?
Пока речь идет об одном, 5-м сценарии. Вывозится сейчас в ГАЛ? Пока в ГАЛ, Пока... да, Белорусский полигон, пока не откроется, не да, работает. мы не можем. Но он уже почти на 95% готовности, скажем так. Ну, если конкретно от этого полигона, да, мусорного сейчас абстрагироваться, там более-менее понятно, да, что сейчас происходит. Что вообще по городу проблема с мусором, как решается, насколько успевают убирать мусор? Что касается накопления мусора бытового, который происходит как накопление по нормам там, и в результате жизнедеятельности у людей, город справляется полностью. Большая проблема связана с стихийными мусорными свалками, которые образуются несанкционированными. Люди выбрасывают строительный мусор. То есть это в основном происходит вот как по бороться ночам. с этой проблемой? Действительно, везде и пишут, и говорят. Мы сейчас пошли по пути такому, в тех местах, где вот наиболее часто происходят сбросы, уже договорились с интернет-компаниями, в частности, с системой. Будем ставить, уже они, в принципе, работу ведут. Определили порядка 15 таких мест по городу, где вот наиболее часто происходят сбросы строительного мусора. Будем ставить видеонаблюдение, камеры, потом будем подключать правоохранительные органы. Кроме этого, еще надо ужесточать наше законодательство для того, чтобы применять санкционные меры вот к таким правонарушителям, которые производят такие вещи. Ну, объем мусорных отходов летом всегда возрастает, а мы как раз в эту пору вступили. Ну, насколько возможна вот эта мобилизация всех усилий для того, чтобы город оставался чистым? И с каким эффектом это происходит? Ну, вы знаете, я вам скажу так, что по большому счету мы начали готовиться к курортному сезону еще задолго, то есть были приобретены 200 новых контейнеров объемом 1,1 куба. Наверное, вот вы видите, они по городу такие зеленые стоят. Да-да-да. То есть у нас, произвели обмены старые, отправили в ремонт. Те вот металлические, наверное, будем ставить их по периферии, в центр города мы и в близлежащие районы обеспечим этими новыми контейнерами. Потом, в планах организация контейнерных площадок, достаточно таких современных. Сейчас пока я не говорю о технологии раздельного мусора, по крайней мере, хотя бы, чтобы людям привить культуру, что мусор все-таки надо сбрасывать в контейнеры, а не рядом с ними. Потому что часто замечаем такие ситуации, когда люди даже из машины, из окна выбрасывают, намахиваются, даже не останавливаются и уезжают дальше. То есть надо повышать культуру, надо разговаривать. Вот. Все это стараемся делать, хотелось бы и ответную часть от населения тоже. Потом большая проблема еще связана с тем, что очень низкая собираемость оплаты за вывоз мусора. Все-таки человек в результате своей жизнедеятельности, он уже по умолчанию вырабатывает мусор. За это нужно платить. Конечно. Это не только у нас, это во всем цивилизованном мире. Да. В России в свое время провела мусорную реформу, они ужесточили законодательство, провели определенные шаги для того, чтобы тоже себя немножко обеспечить чистотой во всех делах. Но без комплексного подхода, без поддержки определенной части населения такие меры проводить тоже на самом деле очень тяжело. Сейчас администрация города подготавливается материалы по изменению тарифов на вывоз мусора, по нормам накопления, не только для физических лиц, но и для юридических, в частности, тоже, потому что в большей степени для контейнеров, которые мы устанавливаем, зеленые они, по большому счету, больше предназначены для населения, для бытового мусора, никак не для коммерческих целей использования. А у нас так получается, что те же самые магазины, торговые точки, они переполняют эти контейнеры коробками пустыми, это получается объем, а потом человек подходит с пакетом, а ему выкинуть некуда. Тоже существует проблема. Поэтапно, комплексно как-то стараемся подойти, изучаем опыт других стран, стараемся применять, в общем, движемся в этом направлении. Как у нас в городе, в самом столице происходят сбросы мусора, несанкционированные свалки образуются именно строительного мусора, то также и во всех районах, не только в Сухумском, это и практически во всех районах. То есть люди не хотят платить за вывоз мусора, им легче нанять какого-то, водителя, втихомолочку, ночью, сбросить его, выбросить, и это не мое, я тут ни при чем, все. А нам потом приходится убирать это, потому что мы так это оставить не можем, а эти все вещи, это затратные, это человеческий труд, это техника, это солярка, это все ресурсы отвлекаются. затраты, которые
во-первых, они не предусмотрены, естественно. Мы же ограничены рамками бюджета, то есть тот, который запланирован. Это получается уже израсходование дополнительных средств и влечет за собой, что мы в дальнейшем можем не успевать за основными вещами, которые возложены на нас. Вы упомянули тарифы, что они будут меняться. Есть ли какое-то соотношение того, что было и что будет, и, может быть, цифра уже известна, или пока это рассчитывается? Я сейчас просто не хочу заранее забегать вперед, пока это в стадии разработки, как только будут готовы, они будут, естественно, утверждены в городском собрании и потом уже будут обнародованы, соответственно. Да. То есть, там будут учтены все категории населения, льготников, и пенсионеров, и всего, да. То есть, скажем так, не будет сильный большой удар по населению, в основном это будет по коммерческим объектам. То есть сейчас даже при нынешнем тарифе он настолько низкий, который не менялся с 2016 года, люди и то не платят. То есть, надо идти по пути ужесточения. И такой резюмирующий вопрос о первоначальной моей теме, про свалки в новом районе. То есть можно сказать, что когда откроется полигон в Гуль-Рипше, полностью свалка будет закрыта? Вы знаете, она и сейчас практически закрыта. Я же просто объяснил вам, что идет... Что сейчас в большей степени идет освобождение свалки от этого мусора. Когда откроется полигон в Гуль-Рипше, этот процесс ускорится. Но при этом, при открытии мусорного полигона, поступление и накопление мусора в таксопарк прекратится в тот же день. Спасибо вам большое за интервью.